О самых заметных событиях вторника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Общественное пространство и спортивные залы, ряд объектов открыли в республике сегодня. В Якутии работает федеральный гость. События исторического масштаба. В Алдане торжественно открыта стела городу трудовой доблести. Покажем главное с открытия. Ремонт главной улицы столицы тоже находится на завершающем этапе, когда полностью завершат реконструкцию проспекта Ленина. Вступили в силу изменения правил отпуска рецептурных препаратов, но пока у якутян вопросов больше, чем ответов. Расскажем главное. Место притяжения – Сибирь. Театр танца Якутии готовится к первому всероссийскому фестивалю вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства. Президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, которая намечена на 12 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, Восточный экономический форум – это международное мероприятие, которое с 2015 года ежегодно проводится во Владивостоке с целью стимулирования иностранных вложений в дальневосточный регион. Также на форуме соберется президиум научно-экспертного совета Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Обсудят методы оценки эффективности научных исследований, арктической направленности, новейшие технологии для развития арктической зоны России, а также новый конкурс арктических технологий «Арктек». Отметим, совет – это ключевая площадка для взаимодействия бизнеса, научных организаций и органов власти по вопросам научно-технического обеспечения развития Арктики. Напомним, Восточный экономический форум стартует во Владивостоке 10 сентября. Тем временем в столицу Якутии прибыл секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Вместе с главой Исаном Николаевым они посетили открытие сквера газовиков, а также проверили строительство спортивных комплексов. Подробности визита у Марины Захаровой. Сквер представляет собой современное и комфортное пространство для отдыха населения с парковочными местами. Его открытие совместило два важных события: 20-летие компании «Сахатранснефтегаз» и торжественный запуск газа в рамках социальной газификации в Черепчинском и Горном. Сама задумка, она, конечно, долго носилась, и благодаря совместной усиленной работе команды «Сахатранснефтегаз», благодаря помощи города Якутска, конечно, и поддержкой руководства, мы сегодня уже находимся на открытии такого замечательного сквера, который, наверное, украсит город Якутск. И это наш вклад газовиков именно в создание комфортной среды. И именно в 17-м квартале это символично. В скором времени нас ожидает открытие нового спортивного зала «Дворец единоборств» на улице Губина. Объект является частью проекта «За самбо», целью которого является популяризация отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры. Зал самбо-дзюдо нам нужен, потому что действительно у нас есть чемпионы, у нас есть ребята хорошие, и наконец-то у нас появится хорошая наша база, где мы сможем подготавливать наших ребят, не отдавать их в другие регионы, а уже будет своя база, где мы можем готовиться и тренироваться. Юные спортсмены с нетерпением ждут открытия зала, в котором они будут совершенствовать свои навыки. Это большой плюс для нас, что строится такой хороший спортивный комплекс. Мы будем дальше развиваться, заниматься, все лучше результаты давать. В нашей республике много талантливых спортсменов, потому важно дать им все необходимые условия, чтобы ничего не мешало им на пути к новым достижениям. Так, например, спортивный комплекс «Сулус» выполнил поставленную задачу. Уже сейчас в его стенах проводятся тренировки. В прошлом году, в декабре 2022 году открылись, и с этого дня уже, как видите, у нас, например, идут тренировки по хоккею. Помимо хоккея у нас еще шорт-трек и художественная гимнастика. И еще у нас внутри объекта работает два бассейна. Один большой и один малый. Здесь аура, атмосфера очень хорошая, теплая, светлая. Поэтому наши подрядчики построили от души для народа. Данные объекты не первые и далеко не последние. Республика развивается во многих направлениях и не планирует сбавлять оборотов, делая все возможное, чтобы ее таланты ни в чем не нуждались. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск. Также вместе с гостем по программе соцгазификации сегодня пустили газ на улице Хотчо в микрорайоне пригородной столицы. Отмечается, что все плановые показатели этого года газовики выполнят. В
Впрочем, как и в прошлом году. По соцгазификации уже уложили 80 километров газопровода. На территории республики заключили почти 3000 договоров. На данный момент газу подключили 570 домов. По программе дополнительно газифицируют еще 28 населенных пунктов. Этот дом мы купили в конце 2020 года. Переехали сюда буквально в прошлом году. Раньше у нас, получается, отопление было электрическое. Ну, соответственно, там цены в разы выше, чем газ. Ну и в этом году, когда вот этот гараж уже был построен, мы, соответственно, уже, как бы сказать, обратились в администрацию пригорода за социальной, ну, вот этой поддержкой. По идее, ну, вообще в перспективе здесь, в пригороде, вообще не обещали. Ну, когда я покупал этот дом, вообще сказали, что здесь нет, ну, что здесь не будет газа. Но все-таки как-то они пришли к какому-то компромиссу и, видите, нашли выход из этой проблемы. В Алдании федеральный гость, глава республики и первый вице-премьер приняли участие в торжественном открытии памятной стелы городу трудовой доблести. На церемонии работала Татьяна Вахнина. 5 сентября 2023 года явится знаменательной датой для современников и потомков. Сегодня на главной площади Алдана состоялось торжественное открытие памятной стелы городу трудовой доблести. С торжественным событием алданцев поздравили первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Андрей Турчак, глава республики Айсен Николаев и первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. Я от души вас поздравляю с этим событием. Вклад алданцев в победу нашего народа в Великой Отечественной войне сложно переоценить. Сегодня мы открываем стелу городу Алдану как городу трудовой доблести. И очень символично, что мы открываем эту стелу в дни, когда Золотой Алдан празднует свое столетие. Памятная стела была установлена в честь присвоения Алдану звания города трудовой доблести. Соответствующий указ был издан главой государства Владимиром Путиным 10 сентября 2021 года. В годы Великой Отечественной войны алданцы внесли огромный вклад в общее дело победы. Матери, жены и дети всемерно помогали тем, кто защищал родину на передовой. Это, знаете, действительно очень знаковое событие. И для нас, для всех жителей Алдана, очень радостное открытие стелы в честь года трудовой доблести. Еще в столетие Алдана. Это очень знаково, очень радостно. Присутствовавшие на торжественном событии жители Алдана и гости стали свидетелями знакового события. К подножию стелы была заложена капсула с посланием потомкам, с надеждами, чаяниями и напутствиями современников. Предполагается, что письмо будет прочитано через полвека на праздновании 150-летия города. Знаковость момента, наверное, важна для каждого жителя города Алдана, потому что город трудовой доблести все-таки не каждый имеет честь носить такое звание. Ну а как настроение? Ребят, как настроение? Отлично! Пободрей! Отлично! По завершении торжественного открытия состоялась церемония возложения цветов. По мнению жителей, стела, запечатлевшая реалии самоотверженного трудового подвига, которые совершили алданцы в годы Великой Отечественной войны, станет местом памяти и силы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Но в городе Удачном открыли новый стадион. 2 года назад руководство Мирнинского района обратилось к главе Якутии с просьбой о строительстве. Символично, что открытие совпало со столетием со дня рождения геолога Ларисы Анатольевны Попугаевой, имя которой с честью носит школа. Это та площадка, которая подготовит новых чемпионов района Якутии, но самое главное, поможет вырастить здоровых и активных людей. Сегодня спорт – это ключевое направление для молодежи, отметил Айсен Николаев на торжественной церемонии открытия. При работе над этим проектом были сохранены основные составляющие спортивного комплекса, потому что мы говорим не только о стадионе, мы говорим о комплексе спортивном. Это футбольное поле, это трибуны крытые, это тренажерная площадка большая и площадка так называемых игр – теннис, волейбол, баскетбол. 86% финансирования данного объекта идет из республики и 14% из бюджета Мирнинского района. Мы уверены, что благоустройство нашего стадиона будет продолжаться.
Здесь будет уложена искусственная трава, новое покрытие. И вот те самые насыпные участки стадиона, которые придают ему, может быть, не совсем эстетический вид, они будут доведены до совершенства. Ремонт главной улицы столицы находится на завершающем этапе. В работы на проспекте Ленина включили более 2 километров дороги. Когда полностью завершат реконструкцию, узнаем в сюжете. К капитальному ремонту улицы проспекта Ленина приступили в октябре 2021 года в рамках национального проекта «Качественные безопасные дороги». Так, например, самая главная улица Якутска протяженностью более 2 километров находится на стадии завершения. В работе были использованы высококачественные материалы, и скоро улица приступит к полной деятельности. Открытие участка улицы проспекта Ленина ждут все с нетерпением. А самое главное – участники дорожного движения, жители Якутска. К открытию улицы после ремонта горожане относятся крайне положительно. Положительно, очень ждали. Крайне положительно. Я гостья Мирного. Отлично. Основным бригадам помогают осуществить ремонт большие специальные машины – 4 погрузчика и экскаваторы. Как объяснили, асфальт укладывается в несколько слоев. Сначала крупнозернистый асфальтобетон, затем мелкозернистый, а также дополнительно используются брусчатка, чернозем и другие виды стройматериалов. Ремонт улицы проспекта Ленина находится на завершающем этапе. В данный момент ведется работа благоустройства. Сейчас вот освещение, светофор подключаем, мелкие работы в основном. У нас 4 бригады в данный момент, сейчас 4 бригады работают на этом участке. Еще одна бригада там на Хабарова, там, уже там почти уже сделано, уже там тоже мелкие работы там ведутся. Остались последние штрихи. Официальное открытие дороги планируется к 8 сентября по временной схеме для разгрузки транспортного движения. Полное же открытие планируется после завершения всех работ. В процентном соотношении выполнено свыше 80%. Полотно у нас 100% уложено. На данный момент ведется работа по нанесению дорожных разметок, подключению светофорного объекта, далее подключение линий наружного освещения и ведутся работы по озеленению. Озеленение у нас активная фаза. Приступили на участке от Хабарова до Дзержинского. Производится посадка кустарников, деревьев и семян для будущего газона. Помимо ремонта участка улицы проспекта Ленина, также на данный момент работают на 19 объектах. На данном этапе завершены все основные подготовительные работы. Приступили к асфальтированию верхних слоев покрытия. Процент укладки составляет более 54%. Это в соответствии с графиком производства работ. Также ведутся работы на переходящих объектах 2024 года. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. Идем далее. Коллектив предприятия тепловодоснабжения в Мирнинском районе готовится к отопительному сезону. С июня специалисты заменили 17,5 километров трубопровода, провели ревизию и ремонт технологического оборудования. В Мирном установили насосную станцию для повышения давления холодной воды от центрального теплопункта по улице Гагарина. Также установили дополнительные теплообменные аппараты. На северо-восточной котельной обновляют трансформаторную подстанцию. С учетом прогноза погоды, тепло в дома мирнинцев планируют запустить 7 сентября. Начало отопительного сезона, согласно правил, наступает по истечению 5-суточного периода со средней суточной температурой ниже 8 градусов Цельсия. С учетом рекомендаций муниципальных органов, традиционно на северных площадках, в прилегающих поселках города Мирный, начало отопительного сезона наступает с 1 сентября. Это в первую очередь сады, школы, важные социальные объекты. Также с самого начала месяца вступили в силу изменения правил отпуска рецептурных препаратов. Как сказались перемены на пациентах и на работе аптек, узнаем в сюжете.
Вступившие в силу изменения, касающиеся продажи лекарственных препаратов, напугали людей. Эти изменения с самого начала вызвали много вопросов как у представителей аптек, так и у пациентов. В аптеках люди начали закупать лекарства впрок. Представитель Росздравнадзора дал пояснение, как будут работать новые правила в действительности. Новшество, которое с 1 сентября вступило в силу, заключается в том, что в этот процесс еще добавляется одна операция, которая возложена на сотрудников аптек, которая заключается в том, что данные этого рецепта вносятся в систему маркировки движения лекарственных препаратов. И мы считаем, что для пациентов сложностей дополнительных не будет, потому что внесению в систему подлежат только лекарства льготные и из группы предметно-качественного учета. Поэтому количественного учета. Сотрудники аптек каждый день обслуживают от 50 до 200 рецептов по льготе, а по рецепту врачей достигает 300 рецептов в день. Все зависит от сезонности и от поставок препаратов. Сейчас сезон простуд. Люди в основном берут безрецептурные противопростудные препараты. По льготе же приобретают, например, страдающие сахарным диабетом, эпилепсией и другие сопутствующие препараты. Для того, чтобы узнать более подробно, мы съездили в аптеку по улице Петра Алексеева, дабы узнать, как повлияли вступившие изменения на работу фармацевтических учреждений. Изменения, произошедшие с 1 сентября, которые активно обсуждались во всех СМИ и социальных группах, нас практически не коснулись. Потому что, начиная с 2022 года, мы работали так, как сейчас прописано в постановлении, принятом с 1 сентября. Поэтому, согласно этому постановлению, так как мы уже работали, поэтому никакой паники именно в аптеке не было. Мы были подготовлены. И сейчас продолжаем спокойно отпускать рецепты льготной системы. Изменений правил продажи некоторых рецептурных лекарств можно не опасаться. Изменения затронули такие лекарственные препараты, которые отпускаются по специальным формам, например, наркотические, психотропные и сильнодействующие. Также фармацевты не советуют приобретать лекарства впрок, так как хранение лекарственных препаратов в домашних условиях требует соблюдения правил хранения. Даяна Федорова, Иван Яковлев, Илья Сыромятников, Якутск. Идем далее. Численность безработных в России снизилась на 78 тысяч человек. Об этом сообщила зампред правительства России Татьяна Голикова. Так, численность зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала этого года снизилась на 78 тысяч и достигла 487 тысяч человек. По ее словам, это на 27% ниже, чем в августе прошлого года. В регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. Например, по нацпроекту «Демография» обучение проводится по более чем 10 тысячам образовательных программ и 250 направлениям. Основная проблема образования Ленского района – это как раз нехватка квалифицированных кадров. И это несмотря на то, что региональный университет выпускает достаточное количество педагогов. По словам начальника районного управления образования Изумиры Корниловой, не все они доходят до образовательных учреждений. Кадровый голод остается. Тем не менее, все предметы в школах ведутся, но нагрузка на учителей остается большая. В районе продолжает работать программа «Земский учитель», по которой приезжим педагогам первой и высшей категории выделяют по 1 миллиону рублей. Кроме этого, благодаря республиканской программе приезжие педагоги получают по 2 миллиона рублей. У нас не хватает учителей математики, русского языка, английского языка, начального звена. То есть вы сами видите, что это основные предметы, которые необходимы. В этом году у нас прибыло по данным на сегодняшний день 13 молодых педагогов. В прошлом году было их 15, позапрошлом всего 5 прибыло. Прибывают, но это еще не конец, потому что я знаю, что многие директора еще работают, договариваются. Поэтому они могут прибыть и в сентябре, и даже в октябре. Все лучшее впереди. Уникальную книгу, изданную движением благодарных пациентов «Антирак», презентовали в Национальном художественном музее. В издании люди, столкнувшиеся с этим коварным заболеванием и пережившие его, открыто и честно рассказывают о болезни и о том, как они с ней боролись и сумели победить.
Книга состоит из автобиографических эссе, истории болезни онкопациентов и их родных. Авторы делятся личным опытом борьбы с раком и утверждают, что с этой болезнью можно жить, что из любой, даже самой сложной ситуации всегда есть выход. Вырученные средства от покупки книги направлены на подготовку к изданию «Онкогида» – руководство для онкопациентов и их близких. В программу «Пушкинская карта» вступили более 9 миллионов молодых людей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Напомним, программа «Пушкинская карта» заработала 1 сентября, 2 года назад. Молодые люди от 14 до 22 лет с ее помощью могут оплачивать походы на различные культурные мероприятия. Место притяжения «Сибирь» – первый всероссийский фестиваль вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства стартовал в Новосибирске. Лучшие народные театральные коллективы страны выступят на одной площадке. В их число вошел и наш театр танца. Коллектив вовсю готовится к поездке, и репетиции проходят практически нон-стоп. И как раз одну из репетиций посетила наш корреспондент Мария Кардашевская. Со 2 по 16 сентября новосибирских зрителей ждут 20 музыкально-драматургических и танцевально-театральных концертных программ, конкурсный показ коллекций традиционного сценического костюма, а также 3 выставочных проекта. И среди них спектакль «Дети белого солнца» от Национального театра танца имени Сергея Зверева «Кылола». 9 сентября мы выступаем в концертном зале «Евразия», 10 сентября в Доме ученых в Академгородке. И мне очень интересно, как пройдет этот спектакль в Академгородке в Доме ученых, потому что это у нас, можно сказать, историческое полотно, да? И научным консультантом этого спектакля является наш известный тюрколог, академик наш Анатолий Игнатьевич Гоголев. Труппа из более чем 50 человек представит эпическую постановку, которая повествует об истоках появления якутского народа в суровых арктических краях. В ее основу заложена легенда, по которой целая ветвь алтайских тюрков произошла от волчицы. Постановка сочетает новаторскую хореографию, современные сценические эффекты, этническое пение и архаичное звучание аутентичных якутских инструментов. Над созданием этнобалета в 2017 году трудилась большая команда. Поставил балет, значит, народный артист Татарстана Георгий Ковтун, а музыку написал председатель правления Союза композиторов России, народный артист Татарстана, народный артист России Рашид Калимулин. Можно сказать, это лучшие силы России. Они поставили, очень долго не работали, учили наш фольклор. Спектакль открывают божества Верхнего мира. Их роли исполняет ансамбль этнической музыки «Кылсаха». Мы играем на своих инструментах. Это кылгах крымпа со струнами из конских волос, мастер Руслана Габушева. Руслан Габушев, он в роли главного бога на спектакле. Открывает спектакль он звучанием музыкального лука «Ухсакл». Одну из главных ролей исполняет выпускница балетной школы имени Аксении Натальи Посельских Саина Винокурова. На сцене она представит мать-волчицу. На самом деле я хотела другую роль, но пришлось эту роль взять, так как она намного физически сильный. Мы очень рады, что нас выбрали. У нас едет большой спектакль двухактный, он так и физически сложный, массово сложный. В прошлом году театр уже с успехом представлял этноспектакль на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году выступление в Новосибирске станет для Национального театра танца имени Сергея Зверева «Кылола» открытием 44-го театрального сезона. Мария Кардашевская, Виктор Дичковский, Якутск. И о спорте презентовали сувенирную продукцию международных соревнований по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина. В честь 95-летнего юбилея медали изготовили диаметром 95 мм и толщиной 7 мм из латуни. Золото, серебро и бронза нанесены методом гальванизации. На лицевой части медали изображен портрет Дмитрия Коркина и башня Центра спортивной подготовки «Триумф», где традиционно проводятся соревнования. Все чемпионы турнира, кроме медалей, получат эксклюзивные пояса победителей. Соревнования пройдут 7 и 8 сентября в Центре «Триумф». Пояс мы заказали в Барнауле, у нас там есть коллеги, наши партнеры, они именно занимаются эксклюзивными такими изделиями. Наверное, трубочки делают, да, качество очень хорошее, поэтому именно их выбрали. С прошлого года, как традиция, от имени наших болельщиков у нас будет борцовка, серебряная борцовка, лучшему борцу мира. В прошлом году эту борцовку подобрал
олимпийский чемпион Заурбек Идаков. В этом году тоже у нас состав тоже сильный. Сборная команды России, это первые, вторые номера, которые выступают на чемпионате мира. И у нас на сегодняшний день всего примут участие 15 стран. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.